Я позволю себе краткий экскурс в более ранние периоды, а потом мы перейдем уже конкретно к Золотой Орде. Вопрос о том, когда появился человек на территории Крыма, мы можем относить к эпохе раннего палеолита. Случилось это где-то 2,6 миллиона лет назад. Все орудия, которые относятся к этой эпохе, они найдены по большей части вне археологического слоя. А вот уже в эпоху среднего палеолита, это где-то 150 тысяч лет назад, 30 тысяч лет назад, такой вот хронологический период. Этот период еще называется эпохой Мустье. Количество археологических памятников на территории полуострова значительно возрастает. В основном эти памятники представлены различными гротами или скальными навесами, и их принято называть пещерными стоянками. Хотя на самом деле это полноценные такие поселения. Жили на этих стоянках предки современных людей, которых, кстати, называют неандертальцами. Наиболее изученные стоянки эпохи Мустье в Крыму – это Заскальная, Кая, Пролом, Киев-Каба, Волчий Грот, Чекурша, Шайтан-Каба и Староселье. Вплоть до того, что в Староселье даже были найдены кости татарского ребенка, хотя некоторые считают, что это кости ребенка, захороненного в 17 или 19 веке, но пока ничего это не доказано. После неандертальцев приходят кроманьонцы, да, вслед за средним палеолитом наступает поздний палеолит, он длится 30 тысяч, 10 тысяч лет назад. В это время кроманьонцы заселяют Крым. Кроманьонцы также жили в гротах, среди которых можно выделить Сюрень-1, Качинский навес, Аджи-Каба, Шан-Каба, Буран-Кая-3 и другие. Кроманьонцы все также продолжают охотиться на различных животных, в основном на оленя, сайгака, диких ослов, которые в то время обитали. В то же время они научились изготавливать орудия из кости. Это были наконечники копий, дротиков, шилья, костяные украшения, костяные иглы, украшения из раковин моллюсков. Живут и в среднем каменном веке, в мезолите, и в более позднее время. В это время исчезают крупные животные, тот же мамонт, там шерстистый носорог, и он становится сложнее охотиться, и они начинают объединяться в такие более плотные образования. Это уже не стадо, да, это уже какая-то такая семья или род, который вот вынужден был менять и обычаи, и привычки, и вместо охоты там, на крупных животных выходить на охоту на мелких животных. Охота на мелких животных это гораздо сложнее, да, когда ты толпой загоняешь мамонта, это одно, а когда ты охотишься, или опять же толпой за зайцем или другим мелким животным, то уже толпу не прокормишь. Соответственно, несмотря на объединение в семью, выделяется на тот момент роль одиночного охотника, да, которым становится, считаю, что патриархат, становится мужчина, который должен обеспечивать семью. В это время заселяются, опять же, гроты Музак-Каба, Фатьма-Каба, Шан-Каба. Здесь находят остатки орудий труда из кремния, кости диких животных, опять же, в том числе на южном берегу, в районе Ласки, например, обнаружены такие раковинные кучи, раковин улиток, которые дали название целой культуре, называют культура раковинных куч. Культура людей, которые жили именно на берегу, питались этими моллюсками, улитками и оставляли вот эти вот раковины. Среди костей домашних животных начинают встречаться кости собаки, что говорит о том, что человек получает в это время в Крыму, в том числе собаку. Следующий период у нас неолит, который знаменуется неолитической революцией, да, где человек переходит от присваивающего хозяйства к производящему и, может, не только пользуется дарами природы, но и каким-то образом эти дары сам получает, культивирует растения и начинает все более активно домашних животных. Вслед за неолитом наступает медно-каменный век или энеолит, датируется у нас где-то 4-3 тысячелетием нашей эры. Некоторые исследователи считают, что энеолита в Крыму не было, что здесь сразу начинается бронзовый век, потому что культуры этого времени в Крыму очень похожи на культуру бронзового века на территории других памятников. Бронзовый век для Крыма это 3-е тысячелетие, 50-й век до нашей эры. Чем эта эпоха характерна? Ну, во-первых, использование орудий труда из бронзы, да? А бронза это сплав меди и олова, либо меди с другими какими-то металлами. Это может быть свинец, это может быть мышьяк, это может быть различные такие сплавы, которые будут в бронзе. Для эпохи бронзы уже появляются для Крыма некие археологические культуры. Эти культуры в основном кочевнические. Крымские кочевники, конечно, они оставляют после себя многочисленные памятники. В основном это курганные погребения. Установлено, что в Крыму жило население, которое можно было отнести к различным культурам. Вот в этих погребениях у нас встречаются изделия тоже из бронзы, из камня, из кости. В погребениях сохраняются деревянные детали повозок, на которых эти кочевники путешествовали. Известная была уже глиняная посуда, да, которая появляется еще в эпоху неолита, но она очень грубой формы и очень плохо обожженная. Из культур, которые мы можем выделить, это культура Тимябинская, которая названа так по погребению под курганом Тими-Аба. Эта культура знаменательна тем, что они хранили своих умерших в каменных ящиках.
4 стенками, сверху перекрывали 5-й плитой, и все это дело засыпали сначала каменной, а потом земляной насыпью. Здесь обнаружены предметы тоже орудия из камня, бронз. Кроме кемиабинской культуры, которая характерна как раз для Крыма и за пределами Крыма не меня, культура, да, исключительно крымская, а здесь присутствовали другие культуры, которые известны за пределами Крыма, в том числе в Северном Причерноморье. Это Рудная, Саботиновская и Белозерская культуры 15-11 веков до нашей эры. Иногда их считают просто этапами развития Рудной культуры, и хочется отметить, что с Рудной культурой как раз иногда связывают с скифским населением, которое в позднее время заселяло в том числе и Крым, и Северное Черноморье. В конце эпохи бронзы в предгорном Крыму появляются бескурганные могильники, которые по погребальному обряду и инвентарю соответствуют белозерской культуре. А эти могильники связывают с населением, которое переходит к оседлости, осваивает земледелие и продолжает заниматься разведением скота. Исследователи предполагают, что эти люди как раз могли быть предками древнего народа тавров. За бронзовым веком в Крыму наступает ранний железный век. Это тоже век кочевников. Это век, когда приходит человеческое сознание, что есть железо, да, они открывают этот металл. И, по сути, с этого времени и до настоящего нашего с вами времени как раз продолжается железный век. Для раннего железного века характерны у нас киммерийцы. Вот такие вот их изображения сохранились на древних этрусских вазах. Киммерийцы по различным описаниям, различным упоминаниям их имен традиционно считаются ираноязычными племенами, как и последующие за ними скифы, последующие за скифами сарматы. Скифы — это тоже кочевые племена, которые вслед за киммерийцами приходят сюда на территорию. Кроме того, для раннего железного века, конечно, существуют коммутавры. Тавры — это племена уже оседлые, но по мнению Геродота, тавры кочевали по древним склонам наших с вами крымских гор. Геродот пишет, что Скифия начинается от устья Истра, Дуная, на тот момент название, обращена к югу и простирается до города, называемого как Кинетиды. Отсюда идет гористая страна, лежащая вдоль того же моря. Она выдается в понт, Черное море, населена племенем тавров, вплоть до так называемого Херсонеса Скалистого. Это на тот момент Керченский полуостров. Считается, что тавры занимались грабежом и пиратством, грабили проходящие мимо греческие суда, но, судя по захоронениям, которые мы находим в поселениях, рядом с поселением таврских каменных ящиках, это тоже сделано, там нет ничего такого, что тавры могли бы награбить у этих греков. Единственные греческие вещи, которые встречаются, это бусы. Мне казалось, да, что вы, наверное, согласитесь, что тавры не могут просто ради бусы рисковать жизнью, там, бросаться в корабль огромный, греческие, там, брать его на абордаж, грабить и носить это все дело себе, а потом оно вдруг попадает. После раннего железного века хронологически у нас идет эпоха великого переселения народов. Оно начинается с вторжения степи Восточной Европы, Союза племен, получивших в источнике литературе название гунны. Кроме гуннов, в процессах великого переселения народов принимали участие также готы, аланы и многие другие племена. И сейчас мы разбираемся с вами к очень сложной проблеме, связанной с этногенезом, в том числе и крымских татар, и вообще этническими процессами, которые в Крыму происходили. Ведь по мнению большинства исследователей, гунны — это, наверное, первые племена тюркоязычные, которые появляются в Крыму. Возможно, гунны не все были тюркоязычные, возможно, это был некий конгломерат племен, одним из которых были тюркские племена. Мы еще к гуннам вернемся, а пока поговорим немножко о готах. Готы — это союз германских племен, которые, по свидетельству готского историка Иордана, который посвятил своему народу исторический труд о происхождении деяний гетов, эти готы явились в Скифию со скандинавского полуострова. Итак, вот готы создают здесь, в Северном Черноморье, так называемое государство Германариха, королем которого, собственно, стал предводитель одного из племени готов-остроготов Германарих. Это государство просуществовало до 70-х годов IV века и было уже разрушено как раз гуннами, которые вторглись сюда через Керченский пролив и, возможно, с севера через Перекопский перешеек. В гуннах у нас сохранилось упоминание как о неком народе Сюну в китайских источниках и того же готского историка Иордана и в римских авторах. Естественно, наверное, это первое такое столкновение народов, греков, римлян, германцев с племенами, которые пришли из глубин Азии. И, конечно, впечатление у них было самое же потрясающее, да, потому что они никогда ничего такого не видели. И вот что Иордан пишет о гуннах. Может быть, они побеждали их не столько войной, сколько внушая величайший ужас своим страшным видом. Они обращали алан в бегство, потому что их гуннов образ пугал своей чернотой
походя не на лицо, а если можно так сказать, на безобразный комок с дырами вместо глаз. Их свирепая наружность выдает жестокость их духа, а не зверствию даже над потомством своим с первого дня рождения. Дети мужского пола они рассекают щеки железом, чтобы раньше, чем воспринять питание молоком, попробовали они испытания раны. Поэтому они стареют безбородыми, а в юношестве лишены красоты, так как лицо, изображенное железом из-за рубцов, теряет своевременное украшение волосами. Ростом они невелики, но быстры, ростом своих движений чрезвычайно склонны к верховой езде. Они широки в плечах, ловкие стрельбы из лука, всегда горделиво выпрямлены благодаря крепости шеи. То есть здесь не надо пугаться описания Иордана. Естественно, он приводит описание, возможно, даже он этого не видел, да, а приводит описание со слов чужих. И, скорее всего, это описание всего лишь человека, с которым был не знаком в тот момент этот народ. И все выводы, которые он делает по поводу там рассечения лица железом и прочее, это все, скорее всего, домыслы Иордана, просто основано на том, что, ну, действительно, вы же знаете, да, что монголоидный тип лица у человека не предполагает наличие большой растительности на лице. И вот эти гунны, они, значит, опустошают здесь все вокруг, они разоряют государство Германариха. Германарих сначала пытается решительно сопротивляться, убиваться от них, но в конце концов, пишет Иордан, что Германарих положил конец страху перед великими опасностями добровольной смертью, то есть покончил с собой. Хотя по письменным источникам другим считается, что Германариха убили в результате заговора, а кто-то считает, что его как раз вот гунны убили. Гунны принесли в Европу более совершенно военное снаряжение, в частности луки, оружие, которое дало возможность гуннам разгромить все те самые цивилизованные армии Европы, да, и готов, и римлян, и другие племена. Седла гунского типа были другой конструкции, более глубокие, и всаднику было проще удержаться на скаку, чем западным всаднику. Западные седла, по сути, представляли собой просто подушки, накинутые на лошадь. А гунское жесткое седло из дерева, оно позволяло воину удерживаться более устойчивым, и значит, к сражению он получал преимущество. Часть Крыма, в том числе, принадлежала и Византии, Византийской империи. Форпостом их стал один из крупнейших городов античного Крыма, Херсонес. Он становится крупным византийским городом и получает название Херсон. В эпоху Юстиниана I в Крыму строятся крупные опорные пункты, которые потом продолжают существовать в более поздний период. И сейчас вы их все знаете, просто вот, чтобы вы понимали, что они появляются именно в то время. Это Алустон, да, современная Алушта. Это Гарзубики, Гурзуф. Появляется Судак. Впервые о них упоминается в трактате Прокопия Кесарийского о постройках, который говорит о строительной деятельности императора Юстиниана в Крыму и отмечает, что особенно Юстиниан укрепил стенами Боспор. С давних времен этот город стал варварским, находился под властью гуннов, император вернул его под власть римлян, имеется в виду греков-византийцев. И здесь же, на этом побережье, есть страна по имени Дорик, где с древних времен живут готы, которые не последовали за Теодориком, но отправившись в Италию. И вот здесь, да, внимание, готы упоминаются, опять, что которые все еще живут где-то там в горах, те, которые избежали гунского разгрома державы Германарих. А в это время в степях формируется новое большое образование, Великий Тюркский Каганат, в состав которого вошли, собственно, остатки гунских полчищ. А иначе складывается судьба готов и аланов. Готы, как мы видим, да, из сообщения Прокопия, еще продолжали населять юго-западную часть Крыма, которая тогда носила название область Дори или страна Дори. Постепенно готы и аланы объединяются в какой-то один народ, и об этом свидетельствует появившийся в литературе и в источниках термин готаланы. Аланы появляются здесь еще при Сарматах в III веке, о чем говорят археологические материалы. Приходят они, это первая волна прихода аланов в Крым, приходят они с Северного Кавказа вместе с сарматскими племенами. Вот эти готы и аланы формируют в горных областях Крыма своеобразную культуру, и вплоть до середины XVI века население горного Крыма сохраняло знание готского языка. Есть упоминание о посольстве некого грека и некого гота-германца, жителя горного Крыма, поездки в Стамбул, и там мы встретили такого французского путешественника. Он путешественник, дипломат, и этнограф в какой-то мере, долго ездил, собирал сведения о Крыме, не нашел здесь германцев, Бузбек. Бузбек в Стамбуле встречает этого германца и записывает у него некоторые слова старогерманского языка. Он с трудом его понимает, потому что Бузбек знает уже на тот момент современный немецкий язык. А эти народы, водные крымские, они еще сохраняют тот самый старогерманский язык, да, о котором уже практически нигде не говорят, и который сохранился только в документах и в книжках. То есть, видимо, какие-то народы еще сохраняли знания этого языка.
После распада Великого Тюркского каганата, вы знаете, там образуется Восточный, Западный Тюркский каганат, из него выделяется Хазарский каганат, после Хазар здесь господство в степях и Крыму переходит к печенегам, тюркским племенам, потом половцам. Перехожу к основной части, собственно, Золотая Орда. Что же у нас такое Золотая Орда? Золотая Орда – это, по сути, крупнейшее государство средневековой Евразии. Она образуется где-то во второй половине 13 века, и особый пик приходит на 14 век, конечно, развитие. И вот со второй половины 13 века Джучиды, это правители Золотой Орды, одна из определяющих сил Восточной Европы на Ближнем и Среднем Востоке и в Малой Азии. Улус Джучи, другое название Золотой Орды, да? А само название Золотой Орды – Улус, Великий Улус, Большой Улус. Населяли различные этнические группы. Здесь на территории формируется культура, в которой смешиваются кочевнические и оседлые черты. Сливаются традиции различных народов, проживающих на этих территориях. Это и монголы, и половцы, и волжские булгары, и славяне, и иранцы. Ну а для Крыма, соответственно, это все те же народы, за исключением там волжских булгар и иранцев. Вот, вы видите вот перед нами карта Золотой Орды с указанием тех самых народов. Кимаки, башкиры, волжские булгары. Ну, естественно, вся вот эта вот западная часть слева – это земли половцев, кипчаков, в том числе и Крым. Большая часть взял Кипчак, из письменных источников мы знаем, несмотря на то, что здесь и византийские города продолжают сохраняться, и Херсонес еще существует и живет. Тем не менее, арабы нам четко пишут, что все эти города, они принадлежат земле Кипчаков и платят Кипчакам дань за право там размещения здесь, там, ведения торговли, размещения, обработки земли и прочее. Видите, что и частично Северный Кавказ входит в состав Золотой Орды, вот туркмены, хорезм, ну, Улус Кулагидов и Улус Чагатая – это часть империи Чингисхана, но не Золотая Орда, чтобы вы понимали, да? Различать Монгольскую империю и, собственно, Золотоордынское государство. Монгольское нашествие, оно прокатилось в первом 13 века по Азии и Европе, изменило течение жизни на этой территории. Впоследствии походов Чингисхана и его потомков, они не привели к такому массовому переселению Восточной Европы на Ближний Восток новых кочевых племен. По сути, монголы не переселились. Да, они завоевали эти территории, откатились назад, оставили здесь только свою администрацию, да, своих управляющих. Но именно монголы сделали возможным создание империи чингизидов и, по мнению наших казанских коллег, распространение этнонима татар. Конечно, этническая история ряда современных народов Восточной Европы, Средней Азии и Казахстана неразрывно связана с средневековым золотоордынским государством. И, конечно, немаловажную роль в этой жизни играли города, которые были построены по повелению золотоордынских ханов, расцвет которых наступает в XIV веке. Очень давно, уже практически более 100 лет изучаются археологические читания. И я могу сказать, что до сих пор, за эти 100 лет, мы не знаем еще всего о Золотой Орде, всего того, что нам хотелось бы знать, и всего того, что нам стоит знать. Поэтому каждый год, каждая археологическая экспедиция открывает для нас новые какие-то сведения, новые данные. Кто же проживали на территории Золотоордынского Крыма в золотоордынский период? Кипчаки, армяне, итальянцы, византийцы, и вот эти самые греки, славяне, аланы, евреи. Кафа – это, конечно, центр, прежде всего, католической, скажем так, общины, католической части населения Золотой Орды. Мы немножко пройдемся по одной из таких, на тот момент, самых малочисленных, иудейская община. Иудейские общины, они здесь проживали с достаточно древних времен, фиксируются они из первых веков нашей эры на территории Херсонеса. Но в Северном Черноморье они усиливаются именно как раз в золотоордынский период. Известно, что в Азаке, это современный Азов, существовал еврейский квартал, который назывался Джудепка. Наиболее значительная еврейская колония находилась в городе Себастополис. Это колония генуэзцев в Восточном Причерноморье, современный Сухум город. В Кафе, собственно, в 1449 году был сформирован устав города, устав 1949 года, где фиксируется значительное количество евреев на территории Кафы, то есть современной Феодосии. В том числе с 13 века увеличивается число караимов в Крыму, где они обитают наравне с евреями-арбонитами. Посетивший Крым в начале XIV века Иоганн Шлиттерберг писал, что от Кафы зависит 4 города, расположенные на берегу моря, где есть 2 рода евреев, имеющих 2 синагоги в городе и 4000 домов в предместье. Караимские общины на тот момент известны в Салхате, Кракере, Мангупе. Причем караимы, как ортодоксальные евреи, занимались в Крыму преимущественно ремеслами и мелкой торговлей. Православная часть, то есть христианская часть города, разделилась на 2 части. Это православные и католики. Православные мы относим армян. Здесь появление их фиксируется тоже
очень массово с 13-14 века в связи с захватом областей Закавказья хулагуидами. Видите, да? То есть вот Тбилиси, Дербент, Тбилис, вся эта территория – это империя хулагуидов. Хулагуиды – это правители династии тоже джучидов, монгольские правители, которые получили свое название династии от первого хана Хулагу, который здесь основал. Так вот, хулагуиды захватили эту территорию, и армяне бежали на территорию Крыма. Известно, что в 15 веке армяне составляли 65% населения Кафы, тогда как греки, караимы и татары составляли около 15%, а сами генуэзцы, которые по сути основали Кафу, город, да, такую колонию торговую, составляли всего 4%. Это данные в основном кафирских различных масариев, бухгалтерских книг, которые, как правило, не врут, потому что, да, как правило, бухгалтерия – это самое восточное. Это всегда приходится отличить, в том числе и генуэзцев, это было всегда очень четко. Как вы понимаете, сосредоточием латинского присутствия, то есть итальянского присутствия в Золотоордынском Крыму в 1260-х годах становится Кафа. Вероятно, в 13 веке латинская община построила здесь церковь Девы Марии, которая была разрушена в 1308 году. И здесь фиксируются многие другие храмы католические. Главой исполнительной власти Кафы являлся консул, который назначался из Генуи на год или два, не более. То есть вот генуэзцы в этом плане были очень тоже последовательны и понимали, что если человека назначить более чем на год или на два, он здесь быстренько обрастает связями, да, и начинается коррупция, начинается злоупотребление властью и прочее, прочее. Вот они давали год человеку, ты поработал, потом возвращаешься обратно в Италию, на твое место приезжает другой. И тоже совершенно спокойно работает, выполняет только то, что от него требуется, и уже никуда дальше не лезет. В том числе, кроме Кафы, в Латине появляются и в Салхате. Появляются они здесь в последней четверти 13 века. Акты генуэзского нотария Ламберто ди Сан-Лучето работал в Кафе 3 года. Он не консул, он был нотарий, поэтому мог работать дольше. Дает представление о неких его салхатских клиентах. Причем консул Салхата, был отдельный консул Салхата, он назначался тоже из Кафы. Нельзя сказать, что отношения между Салхатом, это столица Золотоордынского Крыма, и Кафой всегда складывались только положительно. Были и периоды открытых войн, как, например, в 1385-86 годах, и тогда, наверное, в Салхате генуэзский квартал был разрушен. Были и периоды, когда генуэзцы понимали, что им проще откупиться от армянских наместников в Салхате, они давали им деньги, подарки, и тогда совершенно спокойно продолжали функционировать их торговые фактории, торговые ряды и торговые. Вернемся еще ненадолго к православной общине. Кроме армян, здесь были и греки, и частично, вероятно, попадавшие в Крым славянские, скорее всего, русские какие-то православные люди. Кроме того, были принявшие православие тюрки и представители других этносов, которые были неотъемлемой частью Золотой Орды. Но все-таки среди христианских общин Крыма преобладают именно греческие общины. Крым являлся частью правого крыла Золотой Орды. Как я уже сказал, столицей его был Салхат, или город Крым, сейчас название Старый Крым. Название Салхат в конце XIV века заменяется словом Крым, а после 1375 года название распространяется на весь полуостров и, собственно, дает название народу, который здесь проживает, и да, народ фигурирует уже в источнике как Крым-Халкы или Крым-Татарлары, да, то, что мы с вами сейчас имеем. Арабский автор Ал-Кашканди, он пишет о XIV веке делит остров на 3 округа, или тумена. Выделяется, собственно, 2 тумена крымских. Это Крым, собственно, да, и страна Ас, либо Крымская Алания, юго-западной горной части полуострова. А 3-й тумен, он административно относится к Крымскому, но располагался он в основном в Керченском полуострове и прилегающие к Керчи степи и Таманский полуостров тоже захватывал. В это время формируется такая новая контактная зона, тюрко-латино-византийская, которая контролируется как раз Салхатом или Крымом. И здесь выделяются 2 вектора связи. Первый – это политический вектор связи. Через Крым идет у нас связь с Каиром, потому что Орда противопоставляет, Золотая Орда противопоставляет себя Ирану, Хулагуидам, а в то же время Мамлюкский Египет тоже противопоставляет себя Ирану. И вот ордынцы имеют очень тесную связь с этим Мамлюкским Египтом, противовес иранскому компоненту. А вторая часть – это торговая. То есть, первое, это религиозная, да, потому что ислам приходит в Золотую Орду именно из Египта, не из Ирана, а из Египта, и противовес Ирану. А второе, это как раз торгово-посредническая, которая была рассчитана на то, чтобы обеспечивать нужды левантийской и латинской торговли, вплоть до территории Центральной Азии и Китая.
реальная власть, естественно, в Крыму, вплоть до середины 15 века, принадлежит Салхату. Салхат опирается, собственно, не на военную мощь, а на силу денег, так как монетный двор в Крыму обладает монополией региональной миссии общегосударственных номиналов. От Крыма на тот момент зависит денежное обращение и торговля не только на самой территории полуострова, но в том числе и других генеральских факторий, например, Азафа или Танга, современного Азова. Уже в XIV веке, в период активной исламизации Золотой Орды, в материалах Таревтики дает себя знать утрата норм тюрко-монгольской всаднической культуры. Но эта традиция полностью не исчезает. Вы должны понимать, да, что Орда это действительно было кочевое государство с большим компонентом оседлых народов, которые все жили в городах. И кочевники, традиция кочевников, это культура воинских поясов. У каждого кочевника, кроме котла, как я уже сказал, должен быть еще и пояс. И модель ислама, которая в Золотой Орде утверждается, она отличалась относительной терпимостью к инакомыслию и уважением к их обычаям. Отсюда, например, терпимость к показной роскоши и вину. Да? Вы все знаете, что ислам – это отказ полностью от роскоши, это отказ от вина, как правило. Да? Но вот как раз в Золотой Орде это происходило, то есть показательно они все, да, считали, что вот роскошь нет, вина мы не употребляем, но на самом деле арабский путешественник, марокканец Ибн Батута, который приезжал в Золотую Орду, он дико испугался, на самом деле. Он ехал к хану Узбеку, который, собственно, и ввел ислам в Золотой Орде, да? И когда он добрался, оказалось, что узбек, и это было для араба дикостью совершенно, может позволить себе явиться на пятничную молитву нетрезвый. То есть употребление вина никуда не девается. А у узбека во дворце стоит огромное дерево золотое, и бассейн вокруг, и из этого дерева это самое вино льется. Марокканец, он с ужасом описывает, что ему один из там приближенных узбека подарил целый воз, наполненный бурдюками с кумысом, тоже хмельным, да, напитком на тот момент. Это к тому, что для Золотой Орды это была политика. И вот в том числе не исчезают вот эти культуры золотых воинских поясов. То есть такого вы тоже же не встретите, да, в исламе нигде практически. Если ты настоящий мусульманин, ты не будешь носить никаких украшений, но максимум, что ты позволишь, какое-нибудь парадное оружие, да, никаких золотых поясов, никаких колец. А вот в Золотой Орде все это сохраняется. Золотые блюда, пояса, золотые серебряные чаши, кубки. Наряду с исламом и язычеством, потому что сохраняется при узбеке еще шаманизм, он шаманов там всячески использует, когда он идет куда-нибудь там в поход, он с ними советуется, удачный будет поход, неудачный. А вот, естественно, продолжаются традиции христианства. И вот такая вот находка, как раз старокрымская, вот внизу видите блюдо, да? Это кинотаф, надгробие над пустым погребением, он 14 века. На одном торце у него изображен крест несторианский, а на другом лампа. Лампа – это символ ислама, да? Аллах есть свет. На других мусульманских надгробиях золотоордынского времени эта лампа присутствует на обороте. Либо лампа, либо бывает свеча. А тут мы встречаем вот эти надгробия, и с одной стороны да, крест, а с другой лампа. Казалось бы, что такое? Но на самом деле оказывается, что все это было действительно распространено. И в Салхате бытовала и в Золотой Орде тюркская модель ислама. Она включала в себя два основных компонента. Это, с одной стороны, пришедшие из Малой Азии турки-сельджуки, султану которых Изайдину Кейкаусу II хан Берке пожаловал Салхат из суда в кормление, как бы за вассальную услугу, он выручил его из византийского плена, притащил к себе. А надо отметить, что и сам Изайдин Кейкаус, и его отец, сельджукские султаны, они были такие непростые очень ребята, они приняли ислам, и государство сельджукидов в Малой Азии было мусульманским, но когда этим султанам надо было помириться с византийским императором, они могли сразу сказать, а я христианин, у меня мама же христианка, я, значит, тоже. И вот это четко фиксируется Кейкаусу или Кейкабаду второму, когда вот, необходимо было какие-то решить какие дипломатические моменты, он очень быстро менял религию. Ну а здесь, вероятно, мы имеем дело с тем, что, ну, возможно, человек не определился, или у него там отец был несторианином, а мать мусульманка, или наоборот. Но на самом деле мы не можем ничего сказать, потому что находка уникальна, она пока одна. Да, тюркская модель ислама, она, конечно, диктовала и то, что основным языком Золотой Орды был тюркский. Конечно, в начальное время бытовало в Золотой Орде, особенно в делопроизводстве, в документах двуязычия, монгольский и кипчакский языки, но потом очень быстро официальным языком у сельджуков становится тюркский, и все ярлыки ханов, все практически пайдзы, да, металлические вот эти вот, которые давали право на что-либо, они пишутся на тюркском языке. Иногда уйгурским письмом, иногда арабским письмом, но так или иначе это был
тюркский язык. В том числе исследователи отмечают, что тюркский был языком мусульманского богослужения. XIV век – это в том числе для Крыма век, такой резкий скачок в развитии гончарных технологий. Это подтверждают находки ряда археологических целых форм сосудов. Наивысшим достижением золотоордынского гончарного дела являются кашины. Из них делались, из кашинов, это особая разновидность фаянса, делалась столовая посуда, аптекарские сосуды, чернильницы, детали архитектурных облицовок, оконные решетки. Ну, все, в принципе, что можно себе представить. Также появляются в 13-14 веке крымские такие сосуды с графита. Это когда наносили один слой краски, потом второй слой краски, оно высыхало, они второй слой краски процарапывали, из-под него выглядывал нижний слой. Вот это очень вкратце то, что можно рассказывать о материальной культуре населения Крыма, в этнических процессах населения Крыма в период Золотой Орды, потому что говорить можно, конечно, бесконечно. Можно считать, что мы на этот раз закончили.